Это «7 дней плюс» со Светланой Кадыровой. Здравствуйте. Тема сегодня такая интересная и замечательная. Авиасимуляторы. Для меня когда-то оказалось, что это такой старый и очень старый жанр. Еще как-то на заре персональных компьютеров казалось, что можно себя почувствовать в роли пилота, взять в руки штурвал, рассекать бескрайнее небо. Многие годы, оказывается, почитала тут недавно, что они безустанно развиваются. И это не только компьютерная игрушка. Вот для кого, для чего? Как производятся сегодня авиасимуляторы в условиях санкций, и могут ли они помочь в лечении аэрофобии. Так что, если кто-то болен, в общем-то, сегодня могут быть полезные советы. Сегодня на эту тему говорим с нашим гостем. У нас сегодня Михаил Сойтанин, главный инженер компании по производству авиасимуляторов «Спецэлектромонтаж». Здравствуйте. Авиасимуляторы – это старый жанр? Очень. Они зародились очень давно, еще там до Второй мировой войны даже. Но, естественно, они выглядели совершенно не так, как сейчас. То есть отрезали там кусок кабины самолета или делали его из чего-то, сажали туда пилота, кто-то там что-то мог даже крутить, кто-то мог какой-то прибор крутить, чтобы пилот привыкал вообще, что в кабине, как это выглядит, для чего это нужно. Это была такая частично механический, да? Вот, он вариант. был полностью место механический, по сути. Там не было внутри какого-то либо компьютера, какой-либо системы визуализации изображений. То есть это воображение пилота дорабатывало. А как создавались нештатные ситуации, Михаил? Ну, там, не знаю, видимо, трясли что-то. Ну, там же, понимаете, для чего вообще все это нужно было? Для чего нужны симуляторы? Что... Давайте. Для чего нужны симуляторы? С базы. Для чего нужны симуляторы? Учить летать человека сразу на самолете оказывается очень дорого. Иногда чревато, небезопасно и так далее и тому подобное. Да? Дешевле это сделать сначала на симуляторе. Потренироваться надо на кошках, правильно? Соответственно, вы производите кошек. Да, выпускаем кошек. Соответственно, существовали какие-то вот идеи, что надо посадить человека в обстановку, приближенную к тому, что он будет испытывать там дальше, и это поможет ему, когда он уже окажется в самолете, быстрее вникнуть в происходящее событие. Понятно, что уровень приближения тогда был вот такой, сейчас это уровень вот такой, но это вот технологии позволили сделать. Когда вот этот уровень от такого начал так плавно-плавно развиваться, какие-то есть такие эры, годы, десятилетки, что двигало? Понятно, что двигало прогресс, да? Что двигало прогресс. Какие годы такие ключевые, может быть, становления авиасимуляторов и приведение их к той высоте, на которой они сейчас находятся? Ну, у меня прям четкой вот по датам, конечно, информации нет. Ну, да, 60-е годы, да, пошел развиваться компьютерный век. И компьютеры, они позволили значительно улучшить системы полета, именно вот имитации. То есть если раньше что-то вот в этих симуляторах, они не летали, по сути, да, то есть какие-то приборы что-то показывали, летчик там примерно понимал, где что, и не более того, то дальше симуляторы научились летать. То есть воздействие на органы управления, если ты там потянул штурвал на себя, то вот самолет пытался примерно так же, как и прототип настоящий, повторить это в симуляции. Потом придумали системы визуализации, как это выглядело на заре всех этих тренажеров. Существовал огромный какой-то зал, ну, может, и даже не огромный. И там существовал макет какого-то мифического аэропорта. Иногда это было горизонтально, иногда это делалось на стене. Свисала штанга, на ней была кинокамера, которая двигалась синхронизированного по командам математики из авиасимулятора. И, соответственно, через кинокамеру вот этот видеосигнал поступал в кабину, и летчик видел вот с этой кинокамеры вот этот макет аэропорта. Он летал таким образом. Вылетаешь за границы этого аэропорта, картинка выключается, все, ты как бы влетел в облака, лети дальше, куда тебе надо. Вот это было такое движение. Да? Но уже можно было летать, уже вводились работа с отказами. То есть самое главное, для чего, второе, для чего сделан симулятор, это работа с отказами. То есть то, чего в жизни у тебя, может, даже никогда не произойдет, и хорошо, если это не произойдет. Но отказы – это отказ двигателей, вы имеете в виду? Ну, отказов в самолете может быть сотня, две сотни и так далее. В принципе, авиасимуляторы симулируют порядка, не менее 100 отказов. Ну, давайте возьмем как пример самолет Boeing 737-800. Вот, к авиасимулятору идет книжечка, вот примерно такая, это работа с отказами. Прописан каждый отказ по разделам, по системам, как его с помощью специализированного софта включить, как он должен себя проявить, что при этом возникает, как его отключить, исправить и так далее и тому подобное.
Там, не помню точное число, там 14 разделов, вот в каждой системе по несколько отказов. Где-то 10, где-то 30, может быть. Ну, то есть порядка 200-300 вот разных отказов симулируется, да. Можно их комбинировать, один может вызывать другой какой-то, ну, какие-то каскадные такие вещи. То есть это все современные симуляторы делают. Когда вот некий образ получили наши сегодняшние современные авиасимуляторы, то есть с приходом некого программного обеспечения компьютеров, и когда они появились в России, когда, в принципе, начали производиться в России? В России они тоже примерно производились, как и в мире. Вот в 60-х годов вот эта активная фаза была. У нас есть предприятия, которые занимались в Советском Союзе производством авиатренажеров, симуляторов, да, то есть, но по такому же принципу, как я и говорил, что вот кинокамера летает. Потом был шаг какой, что компьютеры научились рисовать, генерировать картинку. Отказались от этого здорового макета, картинка стала рисоваться с помощью компьютера. Понятно, что когда это происходило в 80-е годы, картинка, ну, была земля, гора, может быть, полоса, но не похожа совершенно была на то, что это видит пилот. Ну, опять же, для пилота авиасимулятор — это не полетать, картинку посмотреть, это именно тренировка навыков. Да, потому что, как известно, в нештатной ситуации ты с уровня своих знаний опускаешься на уровень своей натренированности. И вот на авиасимуляторе что называется профессионализмом в конечном итоге. Да. С приходом искусственного интеллекта, нейросети, каким-то образом будут авиасимуляторы претерпевать некие еще дополнительные изменения? Конечно. Ну, я по той же картинке вот имею, да? По картинке скорее нет. То есть, ну, как вот эти нейросетевые технологии позволяют где-то улучшить там качество прорисовки, может быть, или там скорость обработки, но каких-то глобальных пока идей на эту тему еще нет. Хорошо. Вы проектируете и изготавливаете авиасимуляторы на подвижной основе. Вот почему именно это направление было выбрано сегодня, да? И насколько, в принципе, высок ли спрос? И чем он объясняется? Ну, хотел сказать, каждый хочет попробовать. Ну ладно, наверное, все-таки не каждый хочет попробовать. Ну, полетать, может быть, хочет каждый, ну, кроме аэрофобов, да, о которых мы позже поговорим. Большинство людей хоть раз в жизни летало на самолете, да. Для многих это что-то такое магическое. Там сидят какие-то дяденьки в белых рубашках, все такие красивые. Которые все аплодируют при посадке. Ну, не все, да. Ну, многие. Да, и вот там такая некая магия происходит. Хочется приоткрыть вот эту завесу, посмотреть, что там происходит. Авиасимулятор позволяет это сделать. Войти в кабину, сесть на кресло командира и попробовать это сделать. То есть мы в компании «Спецэлектромонтаж» мы занимаемся производством вот таких вот симуляторов, в которых мы это можем сделать. Но у вас есть, я так понимаю, как профессиональные, так и авиасимуляторы, несущие некую развлекательную функцию, да? Когда мужчина долго-долго мечтал, попробовал на авиасимуляторе, посчитал, что мечта выполнена, он уже герой. Ну, я не знаю, ну, скорее всего, так, да? Можно так. Я симулирую все возможные варианты. В принципе, в чем отличие между профессиональными авиасимуляторами и развлекательными? Ну, глобальное отличие — это существует вообще первичное требование, да, то есть если мы возьмем полноценный профессиональный симулятор, он реально большой по объему, у него большие диапазоны перемещений, он не войдет в любой торговый центр, например, да, там нужно специальное помещение под него, отдельное электропитание и прочие вещи. Поэтому под развлекательный симулятор, например, то есть у нас один из основных заказчиков — компания Dreamaier. Есть симуляторы, стоящие в торговых центрах, то есть не надо ехать куда-то непонятно за город, ближе к аэропорту, искать этот учебный центр, где ты там только по паспорту войдешь. Почувствуй себя в шаговой доступности. Да, приезжай в торговый центр, сходи на фудкорт, поешь и иди полетай на самолете. Ну, вот это шаговая доступность авиасимулятора. Другие технические требования под размещение симулятора, да, он делается меньше по своим размерам, например. При этом это не значит, что он внутри не соответствует. Нет, кабина внутри точно так же по масштабу соответствует один в один к оригиналу. Просто определенные технологии позволяют уменьшить сам объем вот этой капсулы из-за меньших требований по сравнению с сертифицированным для профессионального обучения оборудованием. А начинка? По сути, та же самая. То есть понятно, что в профессиональных, опять же, существуют разные уровни. То есть есть такая организация, она называется ИКАО, Международная организация гражданской авиации.
они распределяют симуляторы по уровням, от 1 до 7. То есть первый это, ну, базовый, понятное дело, да, 7 это вот там, полет... Для капитанов, да? Нет, это не для капитанов, это именно уровень симуляции. То есть, не интересно, знаю, там... еще есть уровни симуляции. Хорошо. В чем отличие между 1 и 7? Первое – это что-то летающее, в котором соответствует движение на себя, и самолет там полетел вверх, как бы, и он уже там образно признан первым уровнем. Так. А 7 – это вот конкретно имитируется Airbus A320, модификации 214, бортовой номер такой-то и так далее. То есть вот конкретно эта модель двигателя и прочее, прочее, прочее. То есть и 7 уровень симуляции, это, наверное, ближе к профессиональным, да, все-таки компетенциям? И первый тоже профессиональный. И первый тоже профессиональный. То есть летчик, когда, до 7 доходишь. летчик, когда приходит учиться, он же не идет сразу учиться на Boeing или на Airbus. Он начинает с маленьких самолетов, потому что обучение от простого к сложному. Но на маленькие самолеты тоже есть симуляторы, просто они не требуются вот такого высокого уровня соответствия, как на лайнеры. 7 уровень. А есть такая какая-то статистика, сколько нужно просимулировать, позаниматься на симуляторах, чтобы, в принципе, выйти в настоящий полет? Кому как и на чем возникает вопрос. Ну, то есть, смотрите, все люди разные, да, там в автошколе кто-то сел-поехал, кто-то на второй год остается и все равно водит плохо, да, ну, в авиации, в принципе, то же самое. Но кому-то дано, кому-то не дано. В среднем существует порядка 20-25 часов налета на симуляторе, потом уже переходят на настоящий самолет, и там, если как бы у человека все нормально, то первый самостоятельный вылет будет где-то часов через 5-10. Самостоятельно это значит, что инструктор ушел из кабины, ты один в самолете, сел, полетел. Это самостоятельный вылет. Это мы сейчас все говорим про малую авиацию. В большой авиации там все немножко не так. Там вот этих тренажерных часов может быть и 50, и 150, в зависимости от твоего предыдущего опыта, с какого самолета на этот ты переучиваешься, потому что однотипные самолеты, ну, например, существует самолет Airbus A320, один из самых популярных в мире. Да. И есть самолет А330. Он больше, он уже летает дальше. Кабина внутри практически один в один соответствует самолету А320. Очень небольшие отличия. То есть Airbus, он придумал такую структуру, что легче переучивать пилотов будет. И там реально курс переучки очень небольшой. Там действительно порядка 20 часов на симуляторе всего. А может даже и меньше, там, в зависимости, опять же, от опыта пилота. А если ты раньше всю жизнь летал на Боингах, а ты сейчас перешел на Airbus, то, конечно, это будет дольше курс. Просто пока про автошколы сказали, пока я не забыла. Ну, с автошколой всегда проблема-то больше с женщинами, да, со сдачей, особенно практики. Вот, в принципе, есть ли какая-то гендерная разница в освоении авиасимуляторов? Да, в принципе, нет. Женщин-пилотов просто не помню. Есть. Да? Но не так много, как ну, в процентном соотношении их... А почему вам хотелось бы женщин-пилотов? Я люблю людей. Ничего такого. Хорошо, возвращаемся к развлекательному тренду. То есть понятно, что сегодня вы даете там, если авиасимулятор в торговом центре, то есть любой тут придет, может себя почувствовать, да, пилотом пассажирского Боинга, там, Airbus, там, на Цесне, да, попробовать себе лицензию получить. У вас... Ваши авиасимуляторы установлены в развлекательных центрах, насколько я знаю, вот в Вашингтоне и в Дубае. Все правильно? Да, есть такие. Как они там оказались? Почему российская компания спецэлектромонтаж привезла тренажер американского самолета Boeing в Вашингтон, да? Логичнее было бы, чтобы если к нам оттуда, да? Но нет. Ну... Каким образом это произошло и в чем, в принципе, российские авиасимуляторы сегодня дешевле? Интереснее, ситуаций больше. Может, они не думали, что так можно? Что так можно было? Да, примерно так. А в принципе, почему, вы уже как-то говорили, что это некое такое исполнение мечты, да? Почему тренд на развлекательные авиасимуляторы такой? И с каждым годом все больше. Я просто сегодня даже так, просто в поисковике посмотрела, оказалось, что предложений это много. А я еще не пробовал. Так много предложений, но вот если вы изучите вот эти предложения, окажется, что подвижные развлекательные симуляторы предлагаем-то по сути только мы. Как раз, то есть есть определенный тренд действительно на развлекательные симуляторы, пошел какой-то. Они все разной степени соответствия, опять же. То есть бывают же и профессиональные тренажеры, которые неподвижные. Они выполняют определенную функцию в обучении, в том числе, чтобы эту функцию здесь можно было
изучить, скажем так, да, и не тратить дорогое время подвижного симулятора. Понятно, что он дороже в эксплуатации. Вот. При этом вот этот неподвижный, он не должен быть плохим, он не должен быть проще по каким-то там системам и так далее, да. Наблюдается определенный тренд, на самом деле, вот в этой развлекательной индустрии, что некоторые симуляторы делают там неподвижный и какой-то совсем простой, там, ну, по, не знаю, там, по динамике полета не совсем соответствующий тому, что должно быть. Так, а у вас еще вот. И по динамике, и еще с подвижностью. А что дает подвижность? Ощущение. Авиасимулятор, что он делает? Он ну, двигается, да? Симулирует и обманывает, да. То есть на самом деле человеческий мозг, его легко обмануть. То есть вот вы заходите в авиасимулятор, за вами закрывается дверь. Вы слышите шумы, как в самолете, все, да. Вы стоите на взлетной полосе, двигаете рычаги управления двигателями вперед, у вас много тяги, самолет начинает разбегаться, на вас побежала земля, и подвижность вот через свои движения, через наклоны создает вам ощущение такое, что вас вдавило в спинку кресла. Мозг натурально вот так вот думает: вау, я разгоняюсь. То есть ловит именно такое ощущение, что разгоняется. Ты, например, газ уберешь, самолет начнет тормозить, ты почувствуешь наоборот, что ты стал тормозить. А все это в торговом центре происходит, грубо говоря. Я понимаю, это не визуальный эффект, это некая физика все-таки? И физика, и визуальный эффект. То есть в мозг, он же поступает несколько каналов информации, и визуальный. В общем, если что, потряхиваете в том числе, да? Конечно. Да. Если включим турбулентность, то он начнет трястись, ты там будешь в кнопку не попадать, если что-то такое. Хорошо, я посмотрела, что вес одного авиасимулятора 3,5 тонны, да? И примерно полгода уходит на создание одного. Ну, примерно так. То есть, в принципе, мощности вашего производства это около 6 подобных конструкций в год. В чем сейчас сложность? Я так понимаю, что, например, еще год-два назад, ну, примерно, да, экономические реалии, в принципе, изменились. Да? Да. Насколько состав ваших авиасимуляторов был готов к импортозамещению? И насколько оно понадобилось, в принципе? На тот момент уже была очень высокая степень локализации. Большинство компонентов делались у нас. Был нюанс с самими приводами подвижности, которые непосредственно стоят снизу и двигают симулятор. Они производились в одной европейской стране. Мы сейчас от них уже отказались, уже ставим другие, из более дружественной и зарубежной страны привозимой. Вот. То есть проблемы, ну как, проблемы были, мы их решили, увеличив степень локализации, по сути. Была ли зависимость с программным обеспечением, например? Да, там используется софт для визуализации иностранный, но с ним проблемы нету, его можно приобрести абсолютно легально и эксплуатировать. 6 авиасимуляторов в год. Это много или мало, в принципе, сегодня? Насколько рынок сегодня требует большого количества, и много ли сегодня компаний, которые это производят? Ну вот именно в этом спектре, да, то есть компании-то есть в России, естественно, тоже, да. Понимаете, меняются потребности. То есть еще там вот 2,5 года назад там никто не хотел себе, там не нужен никому был тренажер, не знаю, самолета Boeing 737 Classic. Это семейство самолетов, там выпускаемое там, с 80-х, середины годов, потому что планировалось, что их начнут потихоньку там списывать, выводить из флота. Тут случились известные события, подумали авиакомпания: так, не будем мы их пока выводить, полетаем там, нам нужен тренажер, давайте. Опять же, им не нужно 6 тренажеров, им нужен 1 тренажер этого типа. Ну, вот, потребность возникает. Насколько я знаю, ну, точнее, насколько я читала, что авиасимуляторы помогают еще в чем? В избавлении от аэрофобии. Так это или не так? И ваши, ну, учитывая, что вы в том числе ведете YouTube-канал, связанный с авиацией, давайте лечить аэрофобию. Да? Во-первых, могут ли авиасимуляторы в торговых центрах помочь человеку, в принципе, сделать первый шаг к победе над собой? Вообще, как это происходит и чем лечите? Дайте таблетку. Активированный уголь, конечно же, применяем обязательно. Хорошо. Но если серьезно. Но если серьезно, то есть... Вообще, аэрофобия – это болезнь? Это реально болезнь? Тут надо, наверное, психолога спрашивать, а не меня в этом плане. То есть психологи начинают говорить, что это болезнь, но это на самом деле не про самолет, это там про контроль своей жизни и так далее и тому подобное. И во всем родители виноваты, да. Но в принципе... Да. Но в принципе, короче говоря, есть группа людей, которая реально боится летать.
Некоторые из-за этого испытывают семейные проблемы, там жена хочет в отпуск, а муж боится туда лететь, ну вот какие-то такие вещи есть. Здесь как раз именно наши развлекательные симуляторы могут помочь, потому что аэрофоб в спецтренировочный центр туда не поедет и не попадет. Ну то есть в специальный центр для пилотов могут попасть пилоты. Ну или те, кто идут в эту авиакомпанию, например, на трудоустройство, и там входной тест какой-то, вот так он попал на симулятор. Просто человек с улицы, а захотел я полетать на самолете, он не может туда попасть, это не получится. Помогают вот эти симуляторы в развлекательном центре, который внутри серьезно может лечить аэрофобию. Да? Что можно сделать в симуляторе? Можно как раз понять, почему в тот или иной момент возникают какие-то звуки, световые сигналы, трясет его почему. Попробовать, опять же, отказы какие-то, да, как самолет с этим справляется, где что надо сделать, что не надо сделать, что он при отказе двигателя там все равно летит, может набирать высоту, может сесть, уйти на второй круг и так далее и тому подобное. То есть все это можно увидеть. Очень часто просто вот те, кто боятся летать, они боятся почему? Потому что что-то не знают. Придя на симулятор с инструктором, с профессиональным пилотом, да, можно попробовать, что это такое. Он объяснит, расскажет, станет легче, проще. То есть, я так понимаю, что пара сеансов, в принципе, будет достаточно, если человек, по крайней мере, понял, ну, по крайней мере, увидел, узнал, из чего все это состоит, складывается, да? Опять же, пары, не пары, зависит от глубины степени этой болезни. Понятно. Еще один момент. Вот про YouTube-канал мы с вами говорили. О чем снимаете, для кого снимаете, и насколько сегодня идет тренд на увлечение авиацией? Снимаем для всех, как мы говорим, то есть наши зрители — это там, дети от 8 до 99 лет, ну, все смотрят нас, ну, очень широкая возрастная аудитория. Пытаемся простым языком рассказывать что-то о самолетах, там не особо заумными какими-то терминами, ну, потому что простому человеку надо говорить об этом по-простому. Рассказываем часто как раз о каких-то нештатных вариантах. То есть некоторые люди боятся, что если самолет накренился, то он как-то упадет. Что он вот, если вот перевернулся, то он обязательно упадет. Если у него двигатели отказали, то он 100% упадет, у него вообще шансов никаких нет. Ну вот мы, не знаю, там развенчиваем эти мифы, что ли. Как-то так получается. Показываем, что, как летает самолет вообще, для чего, что не надо бояться. А как вот вы с фамилией Сойтанин вдруг увлеклись авиацией? Я сейчас, финские корни, да, у вас присутствуют. Вы родились в Советском... В Ленинграде, да. В Ленинграде, да, еще тогда. В принципе, когда вы сами увлеклись авиацией, если вы сегодня увлекаетесь авиацией и своей аудиторией в том числе, да, что повлияло на вас, да, что сподвигло? Какой, может, тоже авиасимулятор? Производство 60-х, нет? Нет, тогда такого не было возможности там побывать. На самом деле тяжело сказать, почему вдруг увлекся этим. Один из факторов, может быть, была в детстве дача, и она была недалеко от аэропорта. И самолеты постоянно летали прямо над головой, по сути. Причем после взлета, то есть они еще относительно низко. Доходило до того, что по звуку отличал там Ту-154Б2 от Ту-154М. У них реально разные двигатели, можно по звуку их отличить. Вот. Ну, как-то вот дальше увлечение пошло. Был в детстве, там компьютер появился, узнал, что есть авиасимулятор. Купил, поставил, как-то увлекся, какую-то документацию получил по самолетам, там, по Ту-154, опять же. Такой лайнер из Советского Союза. Ну вот дальше пошло. Сейчас вот авиасимуляторы, YouTube-каналы и так далее. Есть ли у вас такая внутри какое-то ощущение, что вы некую миссию по популяризации авиации, по некому такому даже патриотическому некому воспитанию ведете? Есть. То есть вот в компании Dream, которая эксплуатирует вот эти вот наши тренажеры развлекательные, да, у нас есть люди, которые когда-то к нам пришли, полетали, сказали: блин, я действительно этого хочу, ушли учиться в училище, получили
диплом пилота, кто-то уже работает в авиакомпании, кто-то вернулся к нам, работает инструктором, например, и там пойдет когда-то дальше на самолет работать. То есть вот так это работает, интересно. Если мамы мальчиков думают о том, ну, может быть, станет этот человек пилотом, летчиком со временем, в каком возрасте лучше привести на авиасимулятор? Есть ограничения? Ну, у нас ограничения с 8 лет мы берем, да, то есть можно уже и в 8 лет попробовать. Надо понимать, что у нас, не знаю, возьмем Boeing 737, у него вот штурвал. Наш симулятор симулирует реальные усилия на штурвале. То есть 8-летнему мальчику создать правильные усилия на посадке будет тяжело. То есть как бы понятно, что инструктор ему поможет. Но вот надо это просто под осознавать. возраст симулятор подбирать. Вот вы всегда с авиасимуляторами, как в жизни это обман отличаете? Какой обман? От чего? Ну, вы теперь легко распознаете, где правда, где ложь. Где симуляция, где внештатная ситуация, где выдуманная. Нет таких секретов? Нет таких секретов? Я сейчас что-то потерялся даже. Это была внештатная ситуация в завершении программы. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что аэрофобы вылечатся, потому что были замечательные советы. Всего доброго, до свидания.